Так. Все, мы в эфире, Аят, мне кажется. Точно сейчас не могу сказать. Давай. Сейчас было еще куда. Все, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Друзья, приветствую, добрый вечер. Аят Машвович. Алейкум салам, Маршал Дейдер. Сегодня мы решили провести неочередной наш стрим по поводу Дня Победы Чеченской Республики Ичкерия над Россией. 6 августа. Аят как участник, очевидец тех событий, свидетель тех событий, может нам много интересного рассказать. День важный, день исторический. И, Аят, я передаю вам слово. Ассалам алейкум, вами Махкой, вами Ежери, Вежери. Добрый день, дорогие друзья, участники нашей передачи. Сегодня исполнилось 29 лет с того дня, как Чеченская Республика Ичкерия и ее народ одержал победу над многочисленной армией, которая достигала количества 460 тысяч человек. Это официальные данные, которые были опубликованы в российских средствах массовой информации. В частности, у меня есть запись, аргументы и факты. То есть вот такая армия находилась на территории Чеченской Республики. И что они делали на этой армии, с этой армией, почему они вторглись. И в этот день как раз-таки это был такой день, когда наши войска, наши воины, они со всех сторон, так сказать, вошли в город, тогда он Грозный назывался, и блокировали все, военные базы, место, нахождения российской армии. И стоял вопрос, они были деморализованы, они были, пришли в такое, стали отпускать всех наших пленных, да. И надо сказать, что, вход в город осуществлялся планомерно. В тот период президентом Чеченской Республики Ичкерия был Яндербиев Зельмахан, начальник штаба вооруженных сил был Зельмах Яндербиев. И ситуация таким образом развивалась по плану, который еще в предыдущее время, еще при жизни президента Дудаева, в этом же году, в марте, тоже 6 марта 1996 года, наши воины вошли в город и захватили все пункты и все, моменты, где находятся российские войска, загнали их, как говорится, в гнезда, взяли у них то, что можно было, оружие, снаряжение, там все, что можно было, пробыли там 3 дня и вышли. То есть это был такой пробный ход, который говорил, президент первый говорил, я покажу, как надо брать города. И этот ход тогда во главе с президентом Жахаром Дудаем 3-6 марта он удался, он был успешный, то есть у нас был уже опыт. И после гибели уже президента Жахара Дудаева последующие, наши действия были тоже направлены именно в этом направлении. 6 августа с разных сторон в город вошли наши воины вооруженные, и, зная, где что находится, блокировали российские войска, и они были, как говорится, врасплох, застали их как бы врасплох, и они были как снова деморализованы и захвачены, окружены полностью. Они потерпели поражение, и об этом они по всем своим передачам российские, там, которые были, воины передавали
друг другу, там, рации, то, все, вот, мол, давайте, помогайте нам, бандиты, и все такое. Короче говоря, ситуация настолько была напряженная, что российские войска потерпели поражение. Наши воины не собирались отдавать, значит, на территорию нашей республики. И воины, которые вошли на территорию Чеченской республики, наши люди часто говорят, что вошло там 800 человек, 900. Но это, конечно, не так. На самом деле были уже до того, как вошли наши войска, наши воины, внизу было в несколько раз больше воины, которые были готовы подняться и присоединиться. Вот такая была ситуация. Сейчас говорит о том, сколько было. Разумеется, было, если такая была такая крупная вот операция, их было тысячи, не менее. Я и полагаю, что их было, в общем-то, так, это как-то секретная была операция, но я знаю, что это было сделано таким образом, чтобы она очень секретна была, и поэтому все было сказано, вот нас было мало, и мы вот так сделали. На самом деле это была такая, ну, неожиданная даже для всего мира победа нашей армии, нашего народа в целом. Это была победа нашего народа. Эти войны были члены нашего народа, они были дети нашего народа. Это были наши сыновья и дочери, которые организовали вот это вот нападение на агрессора. Сколько можно было, они были уничтожены, сколько можно. А затем уже стал вопрос даже о том, что надо их вообще уничтожить, потому что они пришли убивать нас. Даже были предложения, я как сейчас помню, что нужно подвести там какие-то емкости, запустить к ним эти горючий смаз-веста, бензин, керосин, там еще другое, и поджечь их. Они отдавали всех наших пленных и просили через этих пленных, чтобы они не убивали их, они просили пощады. Вот такая ситуация сложилась тогда, 6 августа 96 года, это 29 лет с тех пор прошло. То есть это была победа, и потом после этой победы к нам уже начали обращаться российские власти. Они прислали к нам уже своих гонцов и просили, в общем, давайте решать вопрос мирно. Мы, конечно, не собирались их сжигать, мы не собирались с ними, значит, и воевать даже, потому что, почему воевали? Потому что мы хотели изгнать и хотели свободно жить. И это была, я вам скажу, 4-я агрессия, которая была развязана Россией. 4-я агрессия, развязанного с 11 декабря 1994 года, и 6 августа они потерпели фактически поражение. И на территории нашей республики, не только в Грозном, и в других городах и селах, это стало, значит, сразу потом, после этого, все территории практически были заняты нашими, значит, воинами и нашим народом. Практически все из нашего, как говорится, из нашего сопротивления, а сопротивление, можно сказать, было все население нашего народа. Российская армия после этого, значит, просила, ее руководство просило, значит, пощады. Это мы помним, как сейчас. И когда они выходили уже, когда они выходили, что примечательно было, они эти свои танки или БТРы, они колоннами выходили, и каждый из них сзади своего, значит, этого военного, как говорится, оборудования тянули веники. Веника, то есть, мол, подметаем, чтобы эти следы, чтобы больше не было. Как бы. Мы уходим, мол, навсегда. Вот так это было. Потом прибыл Лебедь, генерал Лебедь, который секретарь Совета Безопасности.
И 31 августа там были вот переговоры, которые закончились Хасавюртскими соглашениями, которых мы знаем. Но в целом российская армия была разгромлена, и на весь мир эта информация прошла. Вот что это было. Конечно, это было дух нашего народа, это была великая сила внутренняя содержать народа, которая никоим образом не хотела быть и не соглашалась с мыслью о том, что мы будем подчинены этой имперской России. Мы были долгое время, скажем, и под Советским Союзом, и тогда еще планировалось, ну как сказать вам, создать еще в бытность Советского Союза, планировалось создать Союз суверенных государств, равноправных государств, такую вот федерацию создать при Горбачеве. Но это не получилось, потому что были внутри этой Советского Союза были предатели, так сказать, которые выступили против Горбачева. И тогда вся ситуация свернулась к тому, что Советский Союз они развалили, и чеченский народ создал свое суверенное государство в соответствии с современным международным правом. И это очень важный момент, вот эта победа, она очень важная с точки зрения, скажем, международного права, с точки зрения защиты нашего государства и народа, хотя российские власти пытаются умалить эту победу, а это победа нашего народа была над этой империей. Я хочу сказать, что это была 4-я агрессия, развязанная Россией. Первая агрессия была в 91 году, когда они присылали своих летчиков и этих десант для того, чтобы захватить нашу власть и президента, когда инаугурация президента Дудаева была. Затем это была вторая агрессия, когда они организовали осетино-ингушский конфликт, и этот осетино-ингушский конфликт в конечном итоге завершился тем, что российские танки и БТРы вторглись на нашу территорию и дошли до, скажем, Ачхой-Мартановского, пункта и дальше хотели двигаться. То есть они вместо того, чтобы решать проблему, которая была, как они объявили, осетино-ингушский конфликт, потому что там стоял вопрос о пригородном районе, откуда они убивали и выгоняли ингушей, мирное население. Но это для них не было особой проблемой, и они двинулись, фактически их цель была прийти на нашу территорию, развязать войну. Войну им развязать не удалось, потому что наши дипломатические и военные действия, которые были противопоставлены им на рубеже вот Ачхой-Мартановского вот этого места, вдоль, где они все стояли, поэтому были вот эти переговоры, и они согласились вывести свои войска тогда. И это была уже вторая, так скажем, часть признания нашего государства. Первая была, когда они при инаугурации президента вторглись на нашу территорию, и тогда же они согласились, и мы согласились, что мы не будем воевать, и что будем мирным путем решать наши отношения. Этого, было достаточно, чтобы мы передали их войска и тех позасланных их убийц назад. Их мы передали, они снова ринулись уже в 94 году, в ноябре месяце. Уже они организовали через так называемых своих агентуру влияния, там с севера и с Ачхой-Мартана, с Урус-Мартанского района, снова они хотели внутри поднять вот эту бучу, но во всех этих танках и БТРах это уже была третья, так скажем, агрессия, и там они снова потерпели полностью поражение, Наши люди должны это знать, должны знать наша молодежь, должны знать наши друзья и все, кто в мире знает, с кем и с чем мы имели дело.
И после этой третьей агрессии снова они были повержены. Танки, ихние пушки и броня, и, скажем, вся это вот то, что было, были разбиты, и на наших площадях, улицы лежали их, это, скажем, оборудование военное. Наши молодые люди, пожилые воины активно вышли и боролись, и снова победили их тогда. И тогда эти все пленные их солдаты, которые были и больны, и ранены, по просьбе их приезжали к нам их эти депутаты, помню, там Жириновский, другие все, они присылали к нам своих вице-премьеров, просили, давайте больше не будем решать эти вопросы. Чеченская сторона тогда согласилась с тем, что давайте, значит, выводите, мы передаем ваших людей. И они снова забирали этих своих воинов, горе воинов, и снова после третьего, вот это в четвертый раз, они снова полномасштабную сделали агрессию, и эта агрессия завершилась вот 6 августа 90 года полной победой чеченского народа и нашей республики. Они были изгнаны, и было подписано Хасавюрт соглашение о выводе, практически это было соглашение, планировалось о выводе российских войск, хотя в этом соглашении здесь почти не было ничего сказано, но практически эти войска российские были выведены, как я вам говорил, они уходили и подметали ту дорогу, по которой они шли, чтобы тропинка, мол, это больше не была видна. Вот такая складывалась ситуация. Но более того, я хочу сказать еще о том, что чеченский народ не нападал ни на какие эти республики соседние, как они уже потом говорили, что чеченский народ напал, или Чеченская республика напала на Дагестан. Нет, это было неправда, это ложь обычная, как сегодня они эту ложь плетут и против Украины. Наши воины, добровольцы, по приглашению дагестанских воинов, там, которые были, значит, атакованы российской армией вот, в районе Чебан-Махи и там в горах, они пригласили их туда, чтобы им помочь. А когда наши воины пошли туда, вот отряд Басаева, это было 6 августа 1999 года. А российская армия уже в 5-й раз вторглась на территорию Чеченской республики 17 июля 1999 года. Этот добровольческий отряд пошел туда, в Дагестан, по приглашению дагестанцев 6 августа. Представьте, какая, значит, разница. Эта армия уже находилась, и они, весь мир и сегодня утверждают, что якобы чеченцы напали на Россию в районе Дагестана и сталкивают чеченские и дагестанские народы, и сейчас они это противостояние, как бы, значит, противодействие пытаются сделать между нашими близкими народами, которые веками жили на этой территории. То есть день 6 августа 1996 года – это знаменательный день в истории нашего народа. Это была победа совершенно без всяких разных этих уловок, которые сегодня говорят российские. Мол, эта победа была такая, это, мол, подготовили в России, в Кремле, не дали армии победить и все такое. Нет, это было никакие эти разговоры не проходят. Наша армия победила эту армию и изгнала ее. Поэтому этот день важный для нас. Я хочу от имени президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, нашей легитимной власти, которая находится единственно в зарубежье, поздравить чеченский народ с этим праздником. Я думаю, что все наши люди должны это знать. Все наши друзья это должны знать и в мире, и, скажем, по всем странам, остальным соседям, в которых мы живем, наши друзья.
Вот таким образом чеченский народ опрокинул российскую армию, которая считается второй армией в мире. Тогда она еще считалась. Никакой там второй армии в этом плане, может быть, и не было, но это было героическое наступление и изгнание российской армии, и повержена эта армия. Вот что мне хотелось сказать, Аслан. И, конечно, если будут вопросы, я готов отвечать на них, как всегда. Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Друзья, напоминаю вам, вы можете задавать вопросы. Аят Идигов, на тот момент председатель парламента, да, Аят, если я не На ошибаюсь? тот момент это я не был председателем парламента, я был член Госкомитета обороны, так, после гибели Да. значит, Жахара Дудаева. В этом плане я оставался до конца только выборов, это очередные выборы, когда произошли, то на очередных выборах я уже был глава комитета внешней связи парламента. То есть это тогда была такая ситуация. То есть у нас очередные выборы прошли, это был август 96 года. А мы в январе-феврале уже провели очередные выборы при наблюдении ОБСЕ и международных наблюдателей, до 200 наблюдателей были с разных стран мира, и эти наблюдатели и ОБСЕ, значит, признали наши выборы законными и состоявшимися. Поэтому с этой точки зрения наше государство и этим было подтверждено признание нашего государства. Те, которые говорят, что якобы вот если нужно такое прямое признание и все такое, это, конечно, было бы хорошо, но и эти признаки, вот первый раз, когда они были изгнаны, это было признание нашего государства, мы вели переговоры. Второй раз, когда они снова были изгнаны, вытолкнуты политическим и военным путем, это тоже было признание нашего государства. В третий раз, когда 26 ноября 1994 года они когда вторглись, это тоже было признание нашего государства фактически. И уже в четвертый раз с этой победой это тоже было признание нашего государства, особенно после того, как мы повели очередные выборы на территории нашего государства, избрали президента, власть, избрали парламент, значит, избрали органы местного управления. Тогда вот из всех избранных людей у нас было избрано более 4000 людей, потому что у нас было до 420, скажем, населенных пунктов, там были избраны главы республик, то есть, вернее, регионов, и местные собрания до 10 человек. Был избран парламент, президент, судебная власть была организована. По всем нормам международного права наше государство, которое было признано и Грузией, и в соответствии с нашей Конституцией, где сказано, что это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот такое было принято решение, и все разговоры о том, что мы должны где-то там, вот говорят, сейчас вот Грузия признала нас тогда 13 марта 1992 года. Теперь вот нас признала 18 октября 2022 года Украина. И некоторые деятели, наши враги и наши какие-то там люди, которые не понимают, пытаются выставить это как будто это не признание. Это признание, это важный момент с точки зрения международного права. Поэтому вот такой момент, Аслан. Напоминаю вам, друзья, можете задавать вопросы, и я их зачитаю в эфире. Стрим идет у нас на ТикТок-канале, в ТикТок на канале Асан Арцуев и на YouTube-канале на данном реалити. Это для тиктоковцев. Аят, вот укоренилось такое мнение, что операция, которая была проведена, вот последняя, 6 августа, она проведена была, вот как будто она единственная, и больше ее не было. Но я общался с нашими бойцами, с одним непосредственным участником этих событий,
И он рассказывал, что в 6 марта, то есть тоже 6, ну, уже марта, за 1,5 месяца до гибели Джохара Дудаева, эта операция была тоже тяжелейшая. Ее было очень, она была такая кровавая, тяжелая и для оккупантов, и для нас. У нас были потери в этом смысле. А, как вы считаете, вы ж тогда, наверное, все это видели, наблюдали, операция, разработанная Джохаром Дудаевым тогда, она была специально сделана для того, чтобы потом в августе, ну или через какое-то время провести уже широкомасштабную операцию уже с несколькими тысяч участников, как вы сказали. Вот вы сказали 855, я всегда говорил всем своим зрителям, всегда 855, а выясняется, что их было несколько тысяч. И это хорошо, что вы есть, а что вы эту правду мы знали. Скажите, пожалуйста, вот тогда первая операция, вот она 3 дня всего продлилась, она, как репетиция, да, получается, была, Да, чтобы это подготовка. была пробная репетиция, и показывали, как наши действуют. Президент Джохар Дудаев и, значит, генеральный штаб и люди, которые у нас были, они в Госкомитете обороны. Этот план разрабатывался, это был, конечно, тайный план, и это было реализовано тогда. 3 дня были, и во главе именно сам президент Джохар Дудаев вошел в город вместе с бойцами во главе. И эта операция была реализована, и очень много наши люди взяли оружие, боеприпасы, то, что нужно, что могли, и вышли из города, чтобы делать эту операцию в следующий раз более масштабно, чтобы всю республику можно было освободить. Вот так было. Ну, Жагар погиб 21 апреля 1996 года, и остальные оставшиеся воины, президент Яндарбиев, начальник штаба тогда был Масхадов Аслан и другие там люди, бывал Мумади был там, Сайдаев, очень толковый полковник, они как раз-таки разрабатывали этот план второй раз. Вот. И вот таким образом это было все реализовано. И, ну, собственно говоря, учитывая все те факты, которые были, и мы знали, где и как, конечно, находятся все эти войны, так сказать, горе-войны российские. И победа была одержана моментально, так сказать, они уже были повержены сразу. Так что со всех сторон это было. Это было и вход в город, и изнутри поднято. Вот так это было сделано. Мгм. 6 августа, когда проводилась операция, кроме города Грозного, столицы, какие еще населенные города были, где Остальные был города, Аргун и другие Гудермес? города, которые были, они тоже были потом освобождены, так? Но главный Мгм. удар был по Грозному тогда, потому что центральные все эти войска находились в Грозном и в районе аэропорта. У них там база была, и все вот эти расположения, где они там жили, находилось в сторону аэропорта, так? Ну и распределены они были. И главное, удар был там нанесен. Вот так это Мгм. было сделано. Так что здесь говорить о другом сейчас я не буду, потому что это вот было направлено на центр, а после этого это уже было после того, как они были деморализованы, все остальное было свободно, относительно свободно уже взято под контроль. Вот что это Мгм. было, Руслан. Другие города, вот Аргун и Гудермес фигурируют, они были как бы блокированы, чтобы помощи не было, да, как таковой взяты они не Ну, были. разумеется, да, там тоже были наши воины, там тоже было наши, ну, собственно говоря, в принципе, это был такой подъем народа, и ни один человек, даже дети тоже вставали и делали все, что могли для этой победы. Да. Это сидело внутри каждого чеченца, каждого гражданина, которые видели, что кто пришли к нам.
это были изверги. Как они издевались над нашими людьми, это изверги были. Это было понятно, что победа или смерть, так был лозунг такой. И Мгм. победу тогда вот так вот достигли. Еще очень вопрос меня волнует по поводу названия операции. Вначале возмездие было у этой операции, кодовое название, так она проходила. Потом появилось название джихад. И все больше, больше, больше вот это название укоренилось. Было ли какое-нибудь такое кодовое название у этой операции? И если Вот, было ты такое, знаешь, вот здесь что? Здесь дело в том, что как бы она ни называлась, да, это была наша операция нашего народа, понимаешь? Да, оно было так, и каждый, как сегодня, вот смотри, флаг наш, да, или герб. Вот они флаг наши вешают, эти вот самозванцы или другие-то там, да, вешают наш флаг, и там герб на нем. У нас такого флага нет. Герб отдельно, флаг отдельно. Герб у нас пятиконечные звезды вокруг, а да, они, значит, восьми-девятиконечные звезды делают. То есть это говорит о том, что это они выступают не от нашего государства, они не понимают, или дилетанты. Это специально делают. То есть это уже как бы пошло, кому что нравится, кому что как делать. Официальная наша вот позиция, вот наш флаг, вот как вот сзади вот у меня висит, у тебя так, и герб, на котором полулежа волк, так, и вокруг звезды пятиконечные. Только это официально. Это именно то, что принято нашей парламент. Конституцией, парламентом, и это никто не менял. А эти люди этим занимаются. Они, более того, они же, как ты знаешь, что делают? Они придумывают какие-то ордена, какие-то медали и усиленно себя выдают на Западе как бы властью чеченского государства. Никакой власти они не являются и не могут являться ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения нашей Конституции. Об этом должны понимать и знать наши люди, особенно наша молодежь. Не давайте себя обманывать, не попадайте в эту ловушку. У нас есть свое государство, которое мы воссоздали, она оккупирована, это государство, территория, и мы ее обязательно освободим, и над этим мы работаем. Обязательно вернемся на свою территорию, восстановим нашу конституцию на всей территории и будем с другими государствами, соседними народами жить и развиваться мирно, без всяких решений вопросов, спорных вопросов, только мирным способом. Вот наша позиция. Аслан? Дай Бог, да, мол, Я стал свидетелем, вот этих событий августовских. Я на каникулы приезжал домой, и как раз произошли эти события, и, ну, как бы немножко застал эти события. Эти события продлились недолго. Я помню, колонны сопровождения с нашими флагами ехали на переговоры, потом возвращались. Сколько дней сами боевые действия были, и через сколько дней начали русские а, а, договариваться, разговаривать с вами, вести переговоры. И почему они начали, почему они... Переговоры вели, да. да, я понял. А эти переговоры велись, начиная с 92 года, 93 году. Были и в Сочи, и в Адлере, и в Грозном, и в Москве. Эти переговоры постоянно велись. Потом Мгм. эти переговоры еще планировались провести их в Орджоникидзе, Владикавказе. Потом они планировались провести в Махачкале. Я сейчас помню, я должен был поехать, собирался поехать туда, в Махачкалу с нашей делегацией. Так, но они там потом передумали, не захотели. Затем эти переговоры снова планировались провести снова в Москве. Я снова должен был, как я возглавлял тогда, должен был возглавить мечеть. Но снова так вот есть, нету. То есть это по мере необходимости. И всегда они велись только тогда, когда Россия была, как говорится, где-то там повержена, им нужно было. Они эти переговоры, на эти переговоры шли только тогда,
чтобы где-то как бы закрепиться и где-то там, если им удастся вписать какую-то запятую или какое-нибудь слово, или подкупить наших людей, которые, скажем, подписывали эти документы, обман. Но слава Богу, как говорится Аллаху, что в нашей Конституции записано, что любые документы, подписанные с нашей стороны, если они противоречат основе нашего государства, они не имеют юридической силы, не применяются судом и не являются обязательным для исполнения нашим народом. То есть какие бы документы не подписывали, кто бы не подписывал, будь то любая должность, это не играет никакой роли, и это все отменяется с того же момента. Вот такая вот у нас вот записана статья в Конституции, и это очень важно. Она как раз дает нам возможность сейчас все те ошибки, которые были с нашей стороны допущены, все это, она это не обращает внимания и двигаться строго в рамках Конституции по, значит, деоккупации и восстановлению нашего государства. Руслан? Вот так. Ну, вот сколько сами вот переговоры длились, и пришли к Хасавюртовским соглашениям? Это при посредничестве международного сообщества было? Нет, это не было при последнем. Это Прямые. было, да, там был ОБСЕ, там присутствовал Гульнуман. А вообще-то в Грозном в 95-м году шли переговоры с июня месяца, почти 2 месяца шли переговоры при наблюдении миссии ОБСЕ в Грозном, когда Мгм. наш отряд пошел во главе с Басаева. Басаевым в Буденновск, и тогда, значит, они заголосили: давайте мир, давайте переговоры. И вот эти переговоры шли, ну, где-то 2 месяца шли, каждый день. И я Мгм. участвовал в этих переговорах тоже после того, как был подписан первый протокол переговоров по блоку военных вопросов. После этого я участвовал в этих переговорах и знаю, что это около 2 месяцев было. Мгм. Спасибо. После подписания договора о прекращении огня, вот этих так называемых Хасавюртовских соглашений, только о них российская пропаганда любит вспоминать, про договор о мире вообще пытаются не вспоминать. А, а, Какие у нас перед нашим народом, перед нашей властью стояли задачи, Аят? Мы чего добивались? Признания, вывода войск? Конкретно какие были Добивались наши требования? после подписания вот этих вот Хасавюртовских соглашений, так называемых, да, Мгм. в которых, конечно, есть, хотя Россия там утверждает, что они не согласны, там было несколько причин, почему они не согласны. Они не хотели это соглашение было в какой-то степени им на пользу, но в то же время они не могли это принимать, потому что власть в России, к власти стремился Лебедь. Так? Лебедь приехал, эти документы подписал вместе с Масхадовым, и здесь это как бы, значит, упячилось вперед. А Ельцин не хотел этого, и тем более, что подписанные соглашения между, скажем, Масхадовым, начальником штаба, и подписан между госсекретарем Совета Безопасности России, это были должности тогда неконституционные. И поэтому эти решения ни наш парламент, ни Российская Дума, она не рассматривает, Российская Дума не Нет, рассматривает по той причине, которую я говорю, а наш парламент не рассматривал по иным причинам, потому что там были некоторые ошибки допущены, которые не могли мы воспринимать. Вот такая была ситуация, и поэтому это не воспринималось. Вот такая была ситуация, Слава. можно вот, предположить или утверждать, например, то, что если бы Аслан Масхадов и Лебедь, то, что вот эти договоренности достигли, и тогда рейтинг, как мы помним, Лебедя очень вырос,
И если бы он стал президентом, можно ли, например, утверждать, что на России, власть ФСБ ослабла бы и больше перешла бы к военным, как к Но генералу Лебедю? здесь вот можно утверждать или нет, ясно, что они воспринимали Лебедя, значит, как опасным соперником для Ельцина. А если для Ельцина, то все те, значит, эти люди, которые вокруг Ельцина были, которые были уже и миллиардерами, и они захватили все, вот, скажем, общие а, экономические рычаги, и они не хотели, если Лебедь пришел бы, это все могло бы у них полететь. И поэтому им нужен был Ельцин, и поэтому они Ельцина всякими способами пытались вновь, значит, его поставить президентом. Вот так. И поэтому Лебедь был у них отстранен, был отправлен туда, на Дальний Восток или в среднюю, так сказать, сибирскую территорию, где потом они его убили фактически. Мы можем утверждать это, что его Да. убили. Он был им очень опасен. Вот такая была ситуация. Мгм. Здесь И можно, Рохлина конечно, убили. можно гадать, не гадать, но и Лебедь сам был тот же имперец. В любом случае мы можем говорить об этом. Он тот же самый имперец был. Он Мгм. делал специально какие-то заявления, что я бы то-то, я вырастил бы волков, и да, я бы сделал бы то, как это, волкодавов. Ну, такие вот у него проскальзывали. Он даже был тот же самый имперец тоже. Но, может, в какой-то степени он был бы и другим, но все равно он оставался вот именно имперцем. Он в этом вопросе не подписал документ, которым признавал бы нашу республику. Там не было этого. Не подписал бы, да? Нет, конечно, там этого вот соглашения этого нету. Вот что там было. Ну, мы Мгм. рассматривали этот вопрос, мы можем это отдельно потом рассмотреть, этот вопрос, это касается соглашения. Так что это касается соглашения, поэтому русские его по всему миру вот там тиражируют, касается соглашения, все такое. Мол, это во вред, значит, было подписано, и где-то там снова его подсовывает, и никто не задумывается, что это за соглашение. Но по нашей, так сказать, правовой основе это касается соглашения не играло никакой роли. Главное было то, что тогда были эти российские войска, которые потерпели поражение, нами, значит, освобождены, и они были выведены. Вот что было. Все. Мгм. Спасибо, Аят. Эд Мамедов, вопрос Аяду. Хочу сказать вам, Беркал, вы стойкий, и честный, мужественный политик Ичкерии. Как вы думаете, сколько людям ждать деоккупацию Ичкерии? Я думаю, что она не за горами. Но я тоже Или, хочу согласиться с Эдом, что оно не за горами. И я думаю, что нам необходимо при этом, ситуация очень сложная, так, мы видим, что вот что происходит сейчас, вот, что делает Путин, эти претензии, которые выдвигает президент Трамп, вот они встречались, его помощник встречался, говорят, сегодня ночью будет сообщение Трампа. Вот, наши украинские друзья говорили, что где-то после 10 часов будет заявление Трампа по этим переговорам, что будет и как, что он будет предпринимать после того, как его посланник, который встретился с Путиным, вернулся назад. Вот, после этого будет это заявление. Ну, посмотрим, будет оно или нет. Нам бы хотелось, конечно, чтобы наша республика, которая создана по всем правилам международного права, которая, значит, имеет наш народ право на свою государственность, чтобы остальные государства, в том числе и Соединенные Штаты Америки, европейские страны, признали наше государство и не разыгрывали, и не заигрывали некоторые вот политики Европы, и другие не заигрывали с этими самозванцами, которые фактически работают на Кремль. Об этом это очевидно, это видно. Поэтому вот такое вот имеем мнение, наш дорогой друг Эд.
Спасибо. Или все-таки, Аят, может, наша деоккупация за горами находится? Я имею в виду за хребтом Кавказских гор, может, все-таки накапливается. Но Если посмотрим, буквально посмотрим. иметь. Мы же, как говорится, не можем предвидеть, мы же не шейхи, Да, которые конечно. могут это гадать. Но мы чуем это. Если решение будет сейчас жестко в рамках международного права, тогда это значит, что вопрос должен решаться не только по Украине, но он должен решаться и по Чеченской Республике, по Грузии, и те вопросы и по Крыму, скажем, и по Белоруссии, Молдове. Вот эти все вопросы должны решаться. С решением вопроса в рамках международного права, вопроса российско-украинских отношений. Вот о чем мы думаем. Мгм. Аят, фашистская Российской Федерации и представитель нашего президента, говорит Эд, передал ультиматум фашистской Российской Федерации. Вот вопрос какой? Как вы думаете, Аят, какой ультиматум и вообще что последует вот после вот такого, такой интриги, которую мы сейчас всем миром наблюдаем? Ну, кто передал ультиматум? Имеется в виду, что Трамп. Витков? Витков, да, Витков. Ну, как бы, Витков передал. Но я да. и говорю, вот украинцы, вот у меня была, встреча была сегодня вечером, вот до нашей встречи, я разговаривал с украинцами, они сказали, что сегодня ночью у нас вот после 10-11 по этому поводу выступит Трамп. Но будем смотреть после нашей этой передачи, возможно, и он скажет свое мнение, и что он дальше будет делать. Но ясно одно, вот, что вышел указ Трампа о наложении санкций на Индию. На Индию. Да, уже они сообщили мне, что мне там говорили, что уже Трамп уже это сделал. Но теперь он будет, видимо, делать сегодня заявление. И кроме того, там были и другие моменты. Вот в июле месяце там идет, это не из неподтвержденной информации, Россия отвергает его в районе Дальнего Востока. Россия там готовила, значит, свои, ну, скажем, ну, для оборудования, для того, чтобы запускать свои эти ракеты, которые Мгм. достигали бы Соединенных Штатов Америки примерно за полчаса. И вот на такой, значит, линии они начали туда, там собираться. Они же наблюдают за всем этим, так? Мгм. Наблюдают, видят все это. И получилось, когда они увидели и поняли, в чем дело, американские самолеты разбомбили эту всю их эту идею, там и все их эти поезда, это оборудование, их строительное разбомбили. И это было очень сильно и мощно, и тогда там вот был ролик, я вот потом перешлю тебе, в котором сказано, что мы не позволим готовить удары по нам, на какой бы этой территории не был, заявил тогда Трамп. И после этого он еще двинул, вот, видимо, это предположение, двинул еще эти атомные лодки, которые с атомными боеголовками. То есть здесь напряжение вот так вот возрастает, и тем более, что они думали, что Трамп, он, мол, говорит, ничего не делает, а он же ударил вот по Ирану. Видите, как он ударил? Так что и они зашевелились, этот Песков и другие начали там, как мы говорили, уже извиняться, нельзя говорить, мы это не говорили, так нельзя вот с атомным этим оружием брецать, и нельзя обвинять, это очень опасно. Никогда наш президент об этом не говорил. Представляешь, что такие вещи они говорят? То есть здесь идет какая-то вот
непонятная игра, если так можно сказать, в кавычках, да, потому что игру эту затеял Путин со своей командой. Он ставит вопрос о том, чтобы отдать ему те территории, которые он захватил еще ранее. Имеется в виду восточные территории Украины, Крым, естественно. И на этих условиях он, видимо, хочет хоть что-то сохранить, хотя бы что-то у него есть. Он просит дополнительно еще отдать ему те территории, которые он еще не захватил, допустим, по Луганской или по Донецкой области, где. Вот такая наглая, очень вот эта лицемерная политика, которую проводит вот эта имперская Россия. А если это все им удастся, мы думаем о том, тогда о чем можем говорить мы, Чеченская Республика, Грузия, Молдова, что дальше будет. То есть, если так это будет, то получится, что фактически Россия сумела добиться, и дальше она не пойдет, если даже территории Украины они не будут возвращены. Вот о чем речь. Аслан. Эд пишет, наше руководство вытесняет фашистскую Российскую Федерацию с Кавказа. И я думаю, после подписания об аренде Зангезура на 100 лет это как бы произойдет. Да, возможно, да, возможно. Но я вот тоже с азербайджанцами и с нашими людьми разговаривал по этому вопросу сегодня. Они говорят, что там очень сложное такое положение в самой в этой ситуации. Значит, эти, ну, скажем, диаспоры, которые есть у Армении, так, они же в Европе и Америке, они сильно препятствуют тому, чтобы этот вопрос решился положительно. Препятствуют, говорят. Но в любом случае власть на это пошла, она, значит, эту линию проводит. И я думаю, сколько они препятствовали, как говорится, дай бог, чтобы это случилось так, как надо. Так надо, чтобы это было положительно. Я думаю, что это так и будет, чтоб там не говорили. Они что хотели? Эта диаспора, она хотела сменить власть в Армении. Они же арестовали тех людей, которые там хотели. Даже их этот священника они арестовали, этого какого-то миллиардера, который пришел к ним, они арестовали в Армении. То есть там очень серьезная вот такая была идея или тайный захват власти. Поэтому на этой основе вот это все как бы, значит, сейчас вот строится. Вот что я имею в виду. Ислам. Мы видим, что происходит с Азербайджаном, что происходит с Арменией. Это все как бы, в принципе, очевидно, да, что сейчас встреча будет между Трампом и Пашиняном и Алиевым. Ну, на мой взгляд, я опасаюсь, точнее, что может так получиться, что на той стороне Южного Кавказа, хребта, на той стороне хребта, там будут американцы, там будет все нормально, а эта сторона останется за Россией. Возможно ли, что и из нас сделают какую-нибудь такую линию разграничения, где мы представляемся таким исламским гетто, исламистским гетто, где будем терроризировать. Вот я постоянно думаю об этом, и просто о нас никто не говорит, о нас ни Америка не говорит, ни Европа не говорит. Все как бы уже смирились с тем, и вот почему я так считаю, над нами совершен геноцид, невыдуманный, самый настоящий, хотя европейское государство с демократически избранным президентом, парламентом, просто было убит президент, было убито огромное количество людей, вся республика, концлагерь, и все это согласие, спотакание всего мира, всего мира. И сейчас отыгрывать это назад, ну, фактически начинать признавать и свою ответственность за это, в том числе хотя бы косвенную, хотя бы моральную. И поэтому я вот вижу, что никто не хочет поднимать этот вопрос заново. Они бы, конечно, с удовольствием с чистого листа это начали бы. Вот
как будто этого не было всего то, что было. Как вы считаете, возможно так, что Запад очередной раз закроет глаза, оставит нас этим людоедом-медведем в одной клетке и скажет, пусть Россия, это юрисдикция от зоны ответственности России, пусть они занимаются этими мусульманами, чеченами и всеми остальными. Аслан, когда в 94 году, кажется, когда стоял вопрос о признании нашего государства на международной арене, и тогда очень много было, значит, инициатив по этому вопросу, и президент Дудаев ездил, и другие ездили, и я с ним ездил. Мы искали возможность признания нашего государства. И ему вот задали примерно такой вопрос, как ты говоришь. И вот тогда Джахар Дудай ответил: нам надо самим признать свое государство в первую очередь. Если мы его сами не признаем, это государство, кому оно нужно, другим народам, что ли, мы должны сами признать и сами должны в этом направлении работать. Естественно, что в политическом отношении, экономическом отношении у России мощности больше нашего. И они по всему миру на нас вот эту клевету вешают, но в то же время это все, что они вешают на нас, это не имеет никаких оснований, это обман. И мы видим, что это обман, и поэтому мы будем действовать строго в рамках нашей Конституции, международного права. Поэтому если говорить, что вот они там на юге Кавказа все решат, а у нас ничего не решится, то этот вопрос, он в первую очередь это от нас зависит. И это зависит еще от того, что здесь на Западе вот находится, почему я поднимаю этот вопрос, находятся разного рода деятели, которые из себя изображают каким-то представителем власти нашего государства и начинает на этой основе от имени нашего народа якобы вести какие-то переговоры, встречи, и везде их рекламируют, им помогает по всему миру, там, где есть возможность, возможность у России везде, так они помогают им. Мы им противодействуем, мы опровергаем ихнюю ложь, мы говорим, кто они, что они, и все их принятые документы не имеют никакой основы, и они противоречат тем правилам, которые я сейчас назвал, международным и нашим правилам нашего государства. Поэтому в этом направлении здесь на Западе, находясь, мы должны объединить наши усилия. Те, которые сегодня сидят где-то пригнувшись или где-то не понимая, уже настало время выходить и говорить и помогать нашему президиуму, который единственная легитимная власть есть от нашего народа. Для этого, что это есть такая, есть специальное постановление парламента, которое подписано и принято в декабре 1993 года, и которое подписано и тогдашним президентом Масхадовым. Это все есть. У этих людей нет ничего, это самозванцы. Поэтому я призываю еще раз вот этих наших людей не поддаваться на эти обманы, не думать, что они что-то делают. Они производят там разную пропаганду, что их поддерживает, допустим, или тот, или этот, или их поддерживает, скажем, Америка, поддерживает Англия или Запад. Нигде их не поддерживают. А это такие же, вот как эти российские либеральные деятели, которые здесь на Западе находятся, да, где-то они общаются, между собой решают и хотят снова прийти туда, сесть туда вместо Путина. Они говорят, мы лучше Путина. А для нас важность нету, что Путин, что они. Они тоже имперцы. Вот что пришли сюда эти Карамурза и другие, да, они тоже такие же. Поэтому они в этом ключе и действуют. Они иногда, значит, делают вид, что они не с ними, а на самом деле по всем принятым документам они являются таковыми. То есть наша задача заключается в том, что мы должны здесь на Западе объединить наши усилия и стать строго в рамках нашего государства на основе нашей Конституции, на основе и поддерживать
линию нашего президиума, потому что мы являемся людьми, которые соприкосновенны, то есть избранные нашим народом, именно власть избрана нашим народом. А эти люди не имеют никакого отношения к нашей власти, а те, которые имели из них, они были выброшены, или они сами ушли и не имеют к нашей власти никакого отношения. Помните это и не забывайте. Аслан? Башкала, Аят, Башкала. Ясно. Друзья, задавайте вопросы, если есть у вас. Давайте в ТикТок. Нет вопросов. Алейкум салам. Друзья, всех приветствую. Пользователь. Если Низам у меня слушает здесь, есть вопросы? Давайте вопросы. Низам здесь задает вопрос. Может быть, Ага. В Телеграме? в Телеграме. Угу. Я не знаю, будет давать. Но какая разница, кто задавать? Давайте задавайте эти вопросы и там, и здесь. Нет вопросов? Если нет вопросов, я думаю, что мы сказали все, что есть. И сегодня поздравляем наш народ и всех наших друзей в мире с этой датой, с Днем Победы чеченского народа на Российской Федерации России, которая незаконно вторглась на нашу территорию. И мы уверены и надеемся, что российская армия также будет повержена в Украине, и она уберется восвояси. Вот что мы думаем. И желаем это украинскому народу. Слава Украине, слава Ичкерии, слава нашим бойцам и украинцам. Аня тут Эд просит прочитать свой вопрос. Наверное, последний твой комментарий ты имеешь в виду, Эд. База будет в Зангизуре и, надеюсь, в Ичкерии, чтобы на Кавказе было все спокойно. И Ичкерия будет деоккупирована. Это просто необходимо. Ты про это? Но мы это повторяемся, да. Давайте вначале в Занзигуре сделаем его, а потом... Да, это я согласен с вами. А там дальше посмотрим, как это все будет. Нам нужно для того, чтобы эти вопросы решать, нам нужно делать так, чтобы остальные государства мира нас признавали. Хотя все основания у них есть для признания нас, но ситуация в мире сейчас, как ты говоришь, Аслан, их волнует наша проблема, их не волнует, если особо не волнует, если мы не будем ее поднимать сами. Вот в чем вопрос. Мы сами должны этот вопрос поднимать ежедневно, каждый час и минуту, и думать об этом, общаться, говорить, информационно растолковывать нашим людям, что есть что и как. Ну что тогда? Ясно, хорошо. Давайте тогда на этом завершим наш стрим, если нет вопросов. Как ждаться. Хорошо. Давайте закончим. Хорошо, спасибо всем, кто слушал. Баркал. Да, спасибо вам, Аят. Важно было сегодня обозначить вот эту позицию по поводу операции, проведенной ко Дню Победы, которая привела ко Дню Победы. Всем спасибо, Аят Баркал, Дирей Свой, Адикюэль Машуэль. До свидания. Адикюэль.